Ну вот, сегодня у нас такой очень специфический, я бы сказал, разговор, специфический по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что вообще письмо, как это сейчас выразились бы, средство коммуникации, изучено очень плохо. И история письма изучена очень плохо. Есть отдельные работы, посвященные тому или иному периоду в развитии европейского письма, русского письма и так далее. Но каких-то вот таких обобщающих, а особенно самое плохое, что теоретических больших, серьезных работ, к сожалению, нет, поэтому мне пришлось во многом, так сказать, двигаться ощупью и самому придумывать какие-то термины, самому пытаться какие-то обобщения строить. Это первое. А вторая причина, почему тема специфическая, я искренне надеюсь, но также искренне и сомневаюсь, что даже в этой аудитории сидит кто-нибудь, кто скажет: я последовательно читаю письма писателей. Письма уходят на второй план. Хотя, допустим, у Льва Николаевича Толстого, по-моему, письма – это треть его полного собрания сочинений, как минимум. И письма занимают очень весомое место в литературном наследии не только писателей, вообще деятелей культуры. Но мы их читаем, как правило, примерно как мемуары. Вот что он думал тогда, что он думал об этом человеке, что с ним там приключилось в том или ином периоде и так далее, совершенно не учитывая при этом, когда, кто, кому и при каких обстоятельствах это письмо написал. А вот ответы на эти вопросы позволяют открыть в письмах совершенно удивительные вещи, которые вот для такого ознакомительного чтения совершенно закрыты, совершенно непонятны, и мы сегодня попробуем, в частности, об этом поговорить. И, наконец, третья причина специфичности этой темы. О ней прекрасно говорил гоголевский почтмейстер. И мы сегодня будем в известном смысле в роли такого почтмейстера. Напоминаю, вы помните, но напомню. Сладость гоголевского стиля надо переживать постоянно. Городничий, послушайте, Иван Кузьмич, это он к почтмейстеру обращается. Нельзя ли вам для общей нашей пользы всякое письмо, которое прибывает к нам в почтовую контору, входящее или исходящее, знаете, это немножечко распечатать и прочитать? Не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки? Ежели нет, то можно и запечатать. Впрочем, можно даже и так отдать письмо распечатанное. Почтмейстер. Знаю, этому не учите. Это я делаю не то чтобы из предосторожности, а больше из любопытства. Смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это преинтереснейшее чтение. Иное письмо с наслаждением прочтешь. Так описываются разные пассажи, а назидательность какая? Лучше, чем в московских новостях, в московских ведомостях. Даже лучше, чем в газете. Вот мы сегодня и попробуем оказаться вроде Ивана Кузьмича и заглянуть в то, что в принципе не подлежало нашему чтению. Надо, вот первая точка отсчета, которую мы должны в сегодняшнем разговоре сделать, заключается в том, что в абсолютном большинстве случаев тот материал, о котором мы будем говорить, сами авторы не рассматривали как материал для публичного чтения, как для публичного использования. Это были письма от меня к тебе. В редком случае, и мы об этом случае тоже будем говорить, от меня к очень ограниченной группе моих друзей, единомышленников, людей, близких мне по духу и так далее. Но за пределы этого предельно узкого круга, извините за тавтологию, письмо выходить не должно было. Пушкин в свое время устроил скандал своему братцу, который, по-моему, в 19 году подсунул одному из издателей письмо
от Александра Сергеевича Льву Сергеевичу. И тот его издал. Пушкин устроил огромный скандал и страшную разборку с братом. У них были своеобразные такие отношения. Потому что, ну, что ж ты наделал? Тот искренне говорит: а что такое? Интересное письмо, я взял и опубликовал. Да нельзя. Ну, понимаешь, я же писал тебе. Ты этого не понимаешь? Не кому-то другому, а тебе писал. Поэтому, конечно, ни при каких обстоятельствах нельзя было браться за эту тему, если бы не возникшие еще в XIX веке традиции публикации писем. Вот в XIX веке, где-то со середины, а точнее даже со второй половины XIX века, в русской культуре возникла вот такая традиция – публиковать письма как исторические документы. И к ним относились как к историческим документам, как к некоему биографическому дополнению к тем знаниям о человеке, чьи письма мы в данном случае читаем, изучаем и так далее, и так далее. Но нравственная, этическая проблема осталась. Не подлежащее постороннему взгляду письмо могло вызвать в ненужный, неожиданный и нежелательный для автора этого письма эффект. Вот об этом письме, об этом, вот этой нравственной, как говорил Борис Николаевич Ельцин, загогулине еще в 25 году из Михайловского писал Вяземскому Пушкин. Тогда были опубликованы записки Байрона, тоже документ, который как бы не предназначался изначально Байроном для постороннего чтения, для публикации. «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Черт с ними, слава Богу, что потеряны. Он исповедовался в своих стихах, невольно увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он был гал и хитрил, то старался бы блеснуть искренностью, то марая своих врагов. Если бы уличили, его бы уличили, как уличили Руссо, а там злоба и клевета снова бы торжествовали. Мы знаем Байрона довольно. Видели его и на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе после воскрешения, посреди воскресшей Греции. Охота тебе видеть его на судне?» Имеется в виду Горшок ночной. Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабости могучего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы. Он и мал, и мерзок не так, как вы, иначе. Вот это надо помнить. Вот эти пушкинские слова надо помнить дальше, когда мы будем говорить, потому что придется говорить о вещах, ну, не самых, как бы, лестных для авторов письма. Итак, мы с вами не будем говорить о письме как литературном и публичном жанре, то есть о письме, сознательно написанном для всех, открытом, так называемом письме, потому что поэтому у нас выпадает целый пласт литературы из нашего разговора, вроде писем русского путешественника Карамзина, это письма всем, вроде герценовских писем из Франции и Италии, они тоже адресованы всем, «Зоо» или «Письмане о любви» Виктора Шкловского, это тоже как бы не частная переписка. Наконец, ленинские письма издалека мы тоже трогать не будем, они тоже адресованы всем. И не будем трогать художественных произведений, стилизованных под письмо, вроде некоторых рассказов Бабеля из цикла «Конармия». Они стилизованы под письмо, обращены ко всем, и нас они интересовать не будут. В них нет установки, в этих письмах нет установки на узкую интимность, на сообщение от меня к тебе, от меня биографического к тебе биографическому. А переписка Грозного и Курбского, предваряю просто-напросто вопрос, это вообще отдельная тема. С одной стороны, да, это письмо Грозного Курбскому, а с другой стороны, это нечто другое, потому что и тот, и другой рассчитывали на то, что каждый из них будет показывать: о, смотри, что он пишет, сволочь такая. Вот. Да, совершенно верно. Мы не будем говорить о письмах как в сугубо бытовом явлении. Когда Вася
не забудь купить помидоры. Вот. Записки, расписки, прошения, уведомления и так далее, и так далее. А эти письма решают абсолютно прагматические задачи и как бы, интереса для историков, наверное, для социологов. Они интерес какой-то определенный имеют, допустим, те же самые берестяные грамоты. А для литератора, для лингвиста они имеют большое значение, а для культуролога, литературоведа большого значения не имеют. Вот. И дело здесь заключается в том, что там на первый план выходит социальная иерархия. То есть вот те типы социальных отношений, в которых люди находятся, и эти социальные отношения полностью подавляют личностное начало, индивидуальное начало и так далее, и так далее. Там не конкретный человек пишет конкретному лицу, а представитель этой социальной группы пишет представителю той социальной группы. Не случайно в таких письмах даже и обращения-то были строго регламентированы. Например, к государю-императору можно было обращаться только в двух формах. Если ты пишешь письмо государю, то ты должен начать свое письмо «Всемилостивейший монарх» или «государь», или «Августейший монарх» или «государь». Все другие формы обращения государю считались неприличными и неприемлемыми. Правда, иногда возникали любопытные казусы. Я в свое время был в восхищении от письма Александра Сергеевича Грибоедова к Николаю Первому. Когда Грибоедова загребли по делу декабристов и привезли с Кавказа в Санкт-Петербург на допрос, прошло какое-то время, Грибоедов не выдержал и обратился к государю с письмом. Значит, сначала все в порядке. Всемилостивейший государь. А вот дальше вслушивайтесь и не забывайте, кто и кому, самое главное, пишет. По необоснованному подозрению, сразу, силою величайшей несправедливости, как будто бы не государь приказал его арестовать, я был вырван от друзей, от начальника, мною любимого, то есть не про тебя любимого, а про начальника любимого, из крепости Грозной на Сунже, через 3000 верст в самую суровую стужу притащен сюда, на перекладных, здесь посажен под караул, потом был вызван к генералу Левашову. Он обошелся со мной вежливо, я с ним совершенно откровенно, от него отправлен с обещанием скорого освобождения, между тем дни проходят, а я заперт. Государь, я не знаю за собой, государь, я не знаю за собой никакой вины. В проезд мой из Кавказа сюда я тщательно скрывал мое имя, чтобы слух о печальной моей участи не достиг моей матери, которая могла бы от того ума лишиться. Но ежели продлится мое заточение, то, конечно, от нее не укроется. То есть ты будешь виноват. Ваше императорское величество, сами питаете благоговейнейшие чувства к вашей августейшей родственнице, многоточие, делай вывод сам, государь. Благоволите даровать мне свободу, которой лишиться я своим поведением никогда не заслуживал, или после меня или послать меня в тайный комитет лицом к лицу с моими обвинителями, чтобы я мог обличить их во лжи и клевете. Всемилостивейший государь, вашего императорского величества, верноподданный Александр Грибоедов. А какое письмо? Хулиган. Наезд самый натуральный. Причем не один, а несколько наездов тут и так далее. Не случайно, понятно, что письма сразу к Николаю на стол не попадали, там что же сидели? Люди, которые отфильтровывали, что называется, как впрочем, и до сих пор это делается. Сидит куча народу, это фильтрует, так, это можно, а это нет, а это сюда, а это туда, и так далее. Письмо попало от барона Дибича, который руководил, собственно, следствием. Дибич моментально все понял все правильно и начертал на этом письме:
объявить, что этим тоном не пишут государю, и что он будет допрошен. Добился своего, но с выговором. А вот ревизор Гоголя, в котором Хлестаков, завираясь, заявляет: мне даже на пакетах пишут «Ваше превосходительство», и чиновники просто не имеют от ужаса. Достаточно написать «Ваше превосходительство», все онемели от ужаса. В чем дело? А дело в том, что «Ваше превосходительство» – это очень высокий чин в табеле о рангах. Хлестаков здесь заявляет о себе, по крайней мере, как и персоне генеральского звания, или, хуже того, об обер-прокуроре. А обер-прокурор – это чиновник, который как раз и приезжает, расследует всякого рода уголовные там, и должностные преступления. Поэтому они все ужасы. Неужто обер-прокурор приехал? В XIX веке эта иерархия уже как бы начала расшатываться. На первое место на рубеже 18-19 веков, на первое место иерархия начинала потихонечку расшатываться, и на первое место вместо позиции в сословии занимало личное значение человека, личные качества, личные свойства, достоинство, честь, порядочность и так далее, и так далее. Но пока эти две системы как бы соединялись друг с другом, они и до сих пор, собственно говоря, совмещаются друг с другом. То одно начало берет верх, то другое, но вот именно с начала XIX века вот начиналась игра этими вещами. Вообще, начало 19 века – это очень игровое начало. Там люди очень часто играли и очень интересно играли. Вот. И иерархическая позиция могла становиться предметом иронии. Очень любопытный в этом смысле, опять же, в переписке зафиксированный момент. В обширной переписке Петра Андреевича Вяземского с Александром Ивановичем Тургеневым, я вообще вам советую, если есть силы, время и возможности, перечитайте 3 тома, господи, как он, «Имение, в котором жил Вяземский». Вспомню, скажу, архив. Как он? Не помните? Ну вот у меня сейчас вылетела. Книжка перед глазами, а название не помню. В общем, это переписка Вяземского с братьями Тургеневыми. Невероятно интереснейший документ. Ну, по ходу, может быть, вспомню, скажу. Итак, а Тургенев и Вяземский – это вот, ну, наверное, из сотни самых умных людей России начала XIX века. Так вот, в 19 году Александр Иванович Тургенев, а он служил и был довольно крупным чиновником, получил звание камергера. Очень высокое звание. Это 4 класс в табеле о рангах и ваше превосходительство. Ему сейчас официально надо было обращаться ваше превосходительство. Что такое камергер? Ну, в переводе с немецкого дворянин комнаты. То есть человек, который имел право входить в личные, не в официальные, а в личные апартаменты государя. И атрибут у него был у русского камергера, это ключ, золотой, вернее, ключ, вышитый золотом, попозже скажу мне. Так вот, Тургенев был не сильно рад этому званию, он вообще не стремился к чинам, это редкий случай, в отличие от Вяземского, который очень ревниво следил за тем, как он двигается по служебной лестнице. И Вяземский начинает ему подыгрывать в этом его таком неоднозначном отношении к своему новому званию. Частое обращение к Тургеневу Тургеша Вяземский начинает менять. Появляется новое. В одном случае он цитирует фразу из стихотворения Василия Львовича Пушкина, это дяди Александра Сергеевича: «Любезный родственник, поэт и камергер». В другом обращается к Тургеневу: «Ключик души моей, здравствуй». А дальше еще круче.
Ты смешон, что за ключ сердишься, то есть за звание это сердишься. Но, впрочем, оно в порядке. Римское правительство давало венки на голову, наше венчает. И дальше многоточие. Не буду раскрывать этого многоточия, скажу только одно, что камергерский ключ помещался где-то вот здесь. Вот что венчало русское правительство? Этим ключом остается только догадываться. Так мы подошли к предмету нашего сегодняшнего разговора. Вот. Мы будем говорить в основном о том периоде в развитии русской культуры, который очерчивается концом XVIII и XIX века. Потом мы перескочим в XX век, вернее в XXI век, XX мы оставим в стороне. Я потом попозже объясню. Советское письмо – это вообще отдельная тема. Тут надо отдельную лекцию этому посвящать и садиться капитально за работу. Я просто вот опускаю эту тему. И вот будем говорить в основном о XIX веке. Дело в том, что именно в начале XIX века письмо, доселе бывшее исключительно бытовым явлением, то есть явлением быта, службы, чина и так далее, когда люди переписывались, потому что им что-то нужно было, совершенно конкретное, прагматическое, или они обращались к нижестоящему, или к вышестоящему, или равному тебе по социальному положению, там личное начало совершенно отсутствовало. Человек, как автор письма, там не присутствовал. Там существовала только его социальная роль, его социальная позиция, его социальная функция. Но в начале XIX века, когда вообще вот эта возникшая в XVIII веке, окрепшая, вернее, в XVIII веке, социальная система начала немножечко раздвигаться и расшатываться, и начали возникать такие явления, как личностное начало, как индивидуальность человеческая, как особенность личности человека и интерес к этим особенностям и так далее, и так далее. Вот тогда в письмо постепенно начали внедряться элементы личности того, кто пишет. Более того, в письмо начинают внедряться элементы личности того, кому обращено это письмо. Письмо начинает строиться не как послание от безличного человека к безличному человеку, а именно как послание конкретного человека, вот этого, отличающегося от всех остальных, вот тому, отличающемуся от всех остальных. Возникает, вернее, письмо начинает строиться как от меня к тебе. Ну, когда более уважительное, более официальное от меня к вам. Но в любом случае ты или вы начинает представляться как второе «я», как обращение не просто к человеку, а человеку, который мне чем-то очень близок, который мне чем-то очень дорог, с которым я нахожусь в каком-то интеллектуальном, но это не самое важное, а самое главное в духовном некоем резонансе. У нас какая-то общая система ценностей, у нас какие-то общие представления о добре и зле, у нас какие-то общие представления о том, что приемлемо, что неприемлемо, что этично, что неэтично. И вот мы близки, и тогда начинается вот это общение на дружеской ноге, на товарищеской ноге, общение повышенной доверительности. Письмо начинает содержать в себе вещи, письмо начинает содержать в себе элементы и компоненты того, что никому другому я не доверю, а доверю только тебе. И более того, ты доверяешь мне, и мы с тобой располагаем каким-то объемом знаний, который доступен только нам и закрыт для всех остальных. И мы с этим объемом знаний работаем, с этим объемом представлений друг о друге мы и работаем. Вот первый, кто вот так вот топором рубанул и начал примерно так строить разговор, или, может быть, один из первых, я еще раз повторяю, я не владею всем объемом знаний,
Я могу говорить только за то, что способен отвечать. Это всем известное радищевское вступление Радищева к путешествию из Петербурга в Москву. Если не все, то многие мы помним первую часть этого вступления. «Я взглянула крест меня, душа моя страданиями человеческими уязвлена стала». Плохая учительница или плохой учитель литературы тут поставит точку и скажет детям: вот видите, оглянулся Радищев вокруг себя, увидел социальную несправедливость, увидел, как крестьян угнетают, увидел, какие проблемы тут экономические, социальные, так и так далее. Пришел в ужас и решил все поменять. Хороший учитель сделает паузу, прокомментирует, тут примерно так, как я, а еще лучше, наверное, прокомментирует так, как я это все прокомментирую, а потом скажет: нет, детки, Радищев на этом не останавливается. Там поставлена точка, а дальше написано: «Обратил взоры мои во внутренность мою и узрел, что бедствия человека происходят от человека». От тебя же. Бедствие, вся причина твоих бедствий в тебе, в твоем несовершенстве, в твоей недоразвитости, в твоей недоученности, в твоей недовоспитанности, в твоей недообразованности и так далее, и так далее. И согласитесь, как картинка сразу переворачивается. Вот это был ход великий. Оглядываясь окрест себя, ты должен оглянуться и в себя. И понять, что первопричина всего не во внешних обстоятельствах, а в тебе самом. Ты должен искать в себе, не только должен искать в себе опору для, если ты хочешь подняться, развиться, ты должен опираться на самого себя, не надеясь на то, что это все придет извне. Оно потом начнет приходить к тебе, но первые усилия ты должен делать сам. Оказывается, человек Радищев открывает, и вслед за ним читатели Радищева открывают. Оказывается, что человек живет не только внешними впечатлениями, не только впечатлениями об окружающем мире. Он живет еще и тем содержанием, которое он способен открыть в себе. Любили всегда, страдали всегда, ревновали всегда, радовались всегда, ликовали всегда, переживали эмоциональное потрясение всегда. Но только сначала, где-то на рубеже 18 и 19 веков, человек начал понимать, что он любит. Он начал понимать, что он переживает. Он начал переживать в себе собственные эмоции. Он начал переживать в себе собственные эмоциональные комплексы. Грубо говоря, любил, а потом: батюшка, так я же люблю. Так я же, оказывается, а смотри, какие чувства-то я при этом испытываю. А посмотри, что я переживаю, а посмотри, что со мной тут происходит в это время. Вот тогда человек начал понимать себя, только начал учиться понимать себя. Не начал понимать себя, а начал учиться понимать себя. И литература начинает это фиксировать. Но первый эту перемену начинает фиксировать не литература, начинает фиксировать письмо. Человек начинает делиться с другим человеком вот тем, что он открывает в себе и в другом человеке. Начинает рассказывать об этом, начинает обсуждать это новое содержание, огромный мир, который открывается перед тобой. Вот, чтобы еще четче понять, о чем идет речь, надо сказать о том процессе, который был, может быть, не таким масштабным, но очень ярким. Это то, что происходило в женщине и с женщиной на рубеже 18-19 веков. Традиционно, испокон веку, там, с древнерусского мира еще, вот женский мир – это очень ограниченный. По крайней мере, в русской культуре это мир ограниченный, собственно, наверное, и в европейской точно так же. Кухня, церковь и дети, совершенно верно. Это вот мир детской комнаты, хозяйских забот,
церкви и все. И на этом весь, собственно, женский мир исчерпывается. Женщина, а вот на рубеже 18-19 века, ну, первый толчок дал Петр своими ассамблеями, а потом это все по инерции двигалось, и вдруг вот такой взрыв на рубеже 18-19 веков, когда женщина начинает все активнее играть какую-то роль в общественной, светской жизни. Женщина приучается читать, а там как раз и литература начинает, то Руссо подгонит свои письма, то Карамзин свою бедную Лизу подсунет, и там начинается слезопролитие, что называется. Вот самый наглядный пример. Еще в 70-е годы 18 века, допустим, в доме писателя, вроде просвещенного человека, Херавского, заводя разговоры о романах, гостившую молодую замужнюю женщину отправляли за дверь, чтобы она вот к этому не прикоснулась. Для нее это должно быть закрыто. Она замужняя, она взрослая, но о романах она ничего знать не должна. А всего через 10 лет мать Карамзина, она, к сожалению, очень рано умирает и оставляет после себя целый шкаф с романами. Вот за 10 лет такое движение. 10 лет назад не пускали, даже при разговорах, не то что романы давали читать, а тут уже полный шкаф с романами. Пушкинская Татьяна, это уже развращенная в этом смысле женщина, она все время с опасной книгой в руках, с опасной книгой в руках, роман опасен. Научиться еще чему-нибудь из этих романов, и потом не будешь знать, что с этой Татьяной делать. Женщина, читая, учится думать, чувствовать. Сначала, как думает и чувствует герои тех романов, которые она читает, а потом она и самостоятельно начинает думать, чувствовать. Первое письмо Онегина к Татьяне – это сплошная литературная цитата. Это набор из цитат тех романов, которые она читала. Татьяна, завершающая роман, это уже совершенно самостоятельно мыслящий человек, излагающий собственные мысли, собственные чувства, имеющий некое внутреннее содержание и довольно сложное, богатое содержание, и демонстрирующий это содержание Онегину и так далее. И уже в начале 10-х, в 20-е годы 19 века женщины ведут активную переписку между собой с мужчинами. И я вам открою тайну. Вот очень часто переписка, допустим, того же Пушкина с женщинами гораздо интереснее, чем переписка с мужчинами. Я имею в виду именно не письма Пушкина к женщине, а переписка. Что пишет он ей, что пишет она ему. Допустим, переписка Пушкина с дочерью... Кто у нас под Бородино побил Наполеона? Кутузов. Вот, с дочерью Кутузова это удивительнейшее чтение. Два интеллектуально развитых, два интеллектуально мощных человека обмениваются мнениями о международной политике, о Наполеоне, о поляках, о том, о сём, о пятом, десятом. Пушкин видит в ней равного себе собеседника. И главное, она соответствует по своему интеллектуальному и духовному уровню, она соответствует этому масштабу личности Пушкина, ни больше, ни меньше. Или вот, допустим, письмо Марии Волконской мужу уже в Петропавловскую крепость, когда их уже закрыли там после восстания. «Я узнала о твоем аресте, милый друг. Я не позволю себе отчаиваться. Какова бы ни была твоя судьба, я ее разделю с тобою. Я последую за тобою в Сибирь, на край света. Если это понадобится, не сомневайся в этом ни минуту, мой любимый Серж. Я разделяю с тобой и тюрьму, если по приговору ты останешься в ней». Посмотрите, сколько чувства собственного достоинства. Посмотрите, как она держит себя, как она ценит себя, как она мыслит и как она излагает эти мысли. Это совсем не девочка, как даже конца 18 века, которая его обморок, мужа арестовали. Она держится как равная, как Грибоедов перед Николаем. Что? Да, и каждое предложение вот так. Ты не сомневайся, ты знай, ты понимай, ты верь и так далее.
Чтобы еще лучше понять вот масштаб той духовной работы, о которой мы сейчас говорим, а это огромная духовная работа, когда человек переходит на совершенно иной тип мышления, на совершенно иной тип мировосприятия, очень любопытно опять заглянуть в 18 век. В этом смысле Сумароков – это чудо. Вот стихи его читать невыносимо, невозможно его стихи читать. Но вот письма, если продираться сквозь стилистику конца XVIII века, письма фантастические, открывают картину невероятную. Вот умирает отец Сумарокова, и год многочисленная родня делит собственность, оставшуюся после отца. Ну, Сумароков не тот благородный поэт начала XIX века, который скажет: о, это меня интересует возвышенное, а эти там деньги, земли там, и все прочее меня... Нет, он очень прагматичный человек, и он активно участвует в дележе этой собственности. Через год выясняется, что миром они ничего поделить не могут, вернее, по крайней мере, так кажется Сумарокову. Что он делает? Он пишет письмо Екатерине. Это, знаете, как на прямой линии. Владимир Владимирович, у меня кран не работает, а этот вот слесарь-то не приходит, и Жек-то вот на звонки не отвечает. Точно, все точно так же. Он пишет письмо, огромное письмо Екатерине из 37 пунктов. Да. В 8-м пункте идет просьба. Прикажите, государиня, Петру Спиридоновичу, это один из родственников, это она должна приказать, родственнику Сумарокова, как нашему родственнику или хотя кому чужому мое требование не по крючкам, но по совести разобрать, ибо наше дело не до юстиции коллегии, не до сената не принадлежит, а зависит единственно только от высочайшей вашего императорского величества апелляции и от проведенного единственно вашим императорским величеством рассмотрения, повеления и утверждения. Все. Вот только ты, Екатерина, можешь этот вопрос разрешить. Ну, прямая линия с президентом Российской Федерации. Что делает Сумароков? То же, что и мы на прямой линии. Оставляя за собой право судить родню, а он про родню пишет очень нелицеприятно. И воры-то они, и безбожники-то они, и кроме часослова ничего-то они не читают. Действие он делегирует, право на действие он делегирует Екатерине. Ты рассуди, ты раздели, раздай, и тогда все будет в порядке. Вот перед нами очень характерное раздвоение человека, свойственное вообще человеку XVIII века. Если параллельно читать письма Сумарокова и его лирические стихи, то перед нами два совершенно разных человека. Один воздыхатель: ах, я ее люблю, она меня не любит, ах, он меня любит, а я его не люблю, и все это, и все прочее. И другой скряга, сутяжник, крючкотвор, очень, если не корыстный, то, по крайней мере, очень прагматичный человек, который свою выгоду знает и за свою выгоду постоит, что называется. В начале XIX века вот эти два полюса, между которыми пустота, вот ничем это не заполнено у Сумарокова. Два человека. Вот эти две половинки начинают соединяться, эти две половинки начинают как бы прорастать друг в друга, и начинает возникать цельный человек, сложный человек, как сейчас говорят, неоднозначный человек. Человек, который в разных ситуациях может вести себя уже по-разному. Это потом Достоевский снова разрубит своего героя на две половины, и снова там вот, и будет этот герой бедный метаться от того, что 25 своих рублей последних отдаст, до того, что топором по голове. А между ними опять пустота, опять вот зияние, пропасть какая-то. Но 19 век вот этой пропасти, он ее заполняет. Он ее начинает заполнять каким-то содержанием. Каким содержанием? Еще последний, наверное, фрагмент из... опущу. Время уже поджимает, а нам надо двигаться дальше.
Вот особенность того, что происходит в русском письме в начале XIX века. 807 год. Батюшков обращается к Гнедичу. «Пиши, мой друг, ко мне, я тебя, право, люблю душевно, да и как не любить того, с кем мог отводить душу с душою». Вот я интонационно выделил то, что курсивом у Батюшкова написано. Вот оно возникает, вот это самое письмо, душа с душою говорит. Не подданный с Екатериной, оторви ко мне кусочек там, а душа с душою говорит. Письмо начинает превращаться в инструмент самопонимания и понимания другого человека, в инструмент оформления вот своего внутреннего, единого какого-то целостного содержания. Обратите внимание на вот это вот «в сердце друга». Среди тех, кому пишет русский литератор XIX века, первое место начинает занимать друг. Не кровное родство, не семейные узы, не социальные отношения, а духовная близость, духовное единство. Читая вот письма многих литераторов XVIII века, вот такое впечатление, что они живут среди врагов. Вот как Сумроков. У него все враги. Все только и смотрят, как бы от него что-нибудь оторвать. Друзья, то есть люди, отношения с которыми мало зависят от кровных и сословных всех этих условностей. И, наконец, второй очень важный момент. Наслаждаться собою. Обращаясь к тебе, наслаждаться собою. Это вот такая автокоммуникация, когда другой предстает перед тобой как зеркало. Можно даже сказать, как то самое сказочное зеркало. Я и на свете всех умнее, все прекраснее милее. Ты, спору нет. Вот, они же резонируют друг к другу. Они милые друзья, они любят друг друга, они ценят друг друга, они уважают друг друга. Они не стесняются выразить эти свои чувства по отношению друг к другу. И поэтому смотрятся друг к другу с удовольствием, с наслаждением, с радостью, узнавая друг друга и льстя себе. И это тоже совершенно очевидный факт. Свой другой. Вот так можно это определить. Он другой, но он свой другой. Есть другие чужие, а этот свой другой. И с ним совсем другие отношения. Вот. И свой другой – это тот, кому можно доверить то, что не доверишь другому, или довериться так, как не можешь довериться другому. Вот отношения Пушкина с отцом были очень драматическими. Отец был очень скупым человеком, очень недалеким человеком. Он абсолютно не понимал, что такое его сын, вообще чем он занимается. Он не способен был оценить, ни на грамм оценить того, что делает Пушкин. Он считал, что это совершенно развратный человек, что это ничтожный человек. И, в общем, не стеснялся демонстрировать этого своего отношения к Пушкину. Более того, он был подленьким человеком и согласился на предложение третьего жандармского отделения доносить на сына, когда сын жил в Михайловском в ссылке. И отношения Пушкина с отцом и отца с Пушкиным были очень сложными. И понимая это и зная, что он отцу этого не скажет и не может сказать, потому что могут возникнуть самые сложные последствия, Пушкин пишет брату, Льву. Брат у них выступает таким посредником. «Изнесни отцу моему, что я без его денег жить не могу. Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре. Ремеслу же столярному я не обучался. Мне больно видеть равнодушие отца моего к моему состоянию, хоть письма его очень любезны. Это напоминает мне Петербург, когда больной в осенней грязи или в теснейшем, в трескучие морозы я брал извозчика от Анечкова моста, он вечно бранился за 80 копеек, которых, верно, ни ты, ни я не пожалели для слуги. Вот передай отцу. Вот
Понимаете, какое содержание письма? Вот такое больное, такое болящее, что даже вот только через кого-то я могу это передать. Другой пример. Письмо Пушкина Жуковскому, написанное в самый острый момент конфликта с отцом. Это просто Достоевщина, самое натуральное. Я читал, когда я первый раз это письмо читал, Господи, как будто цитата из «Братьев Карамазовых». «Приехав сюда, был я всеми встречен в Михайловской, после ссылки Южной, как нельзя лучше, но скоро все переменилось. Отец, испуганный моей ссылкой, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь. Пещеров, назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку. Короче, быть моим шпионом. Вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться. Я решился молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получаю бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из тягостнейшего положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно. Отец осердился. Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться с этим чудовищем, с этим выродком сыном. Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых 3 месяца. Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить. Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня и с уголовным своим обвинением? Рудников сибирских или лишение чести? Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпит за меня брат и сестра. Еще раз спаси меня. Вот буквально, стон, что называется. Вот содержание письма. То, чего никогда ранее человек бы себе ни в каком письме никому другому не позволил бы. Так. Еще один очень важный момент. Вот вы поверили Пушкину, да? Ах, какой нехороший отец, какой хороший Пушкин, и какой брат. Не верьте. В переписке все надо проверять. Не буду цитировать за отсутствием времени, сами найдете, это легко находится. Карамзин, начало 19 века. Переписка с Петровым. К сожалению, письма Карамзина к Петрову до нас не дошли. Но письма Петрова к Карамзину дошли, и, в принципе, можно там реконструировать, о чем пишет Карамзин. Карамзин пишет Петров, а Петров старше него, очень образованный человек, очень интеллигентный человек, человек, которого Карамзин очень уважает и высоко ценит. Но Карамзин, странное дело, начинает писать, видимо, Петрову письма, на которые реакция Петрова выглядит примерно так. Чего с тобой? Ты что? Ты ленишься? Ты бездельничаешь? Ты изнываешь от скуки? Ты изнываешь от безделья? Брось. Труд и только труд сделают человека. Из тебя человека. Только трудись, аки пчела, бери пример с меня. Я ни дня не провожу без того, чтобы не совершенствоваться в языках, не переводить с языка на язык, не читать новые книги и так далее, и так далее. Карамзин снова, видимо, продолжает. Тот снова его наставляет на путь истинный. И кажется, да, вот переписка двух людей. Один пчелка-труженица, каждый день за письменным столом, и другой бездельник и так далее, и так далее. Но как только мы начинаем проверять даты, выясняется, что Карамзин пишет вот эти вот расслабленные письма Петрову, когда он работает над бедной Лизой.
и приступает к работе, вернее, готовит черновики к переписке, вот это, письмам русского путешественника. То есть дни-то его реально заполнены работой, реально записаны трудом. Но он тут вот такой, вот такой. То же самое, с тем же самым феноменом мы встречаемся в переписке Батюшкова с друзьями. Пишет он Жуковскому, Вяземскому и Гнедичу. В письмах Вяземскому и Жуковскому и Гнедичу Батюшков та же самая расслабленность. Лень, ничего не охота, все пустое, все бессмысленное, все бесцельное, днями лежу на постели, не притрагиваясь ни к чему, все в письмах к Батюшкову, к Вяземскому совершенно другой Батюшков. Энергичный, резкий, ироничный, местами циничный. Те оценки, которые он дает и как он описывает Жуковского, это на грани приличия, что называется. Ну, это дружески, опять же, это не письмо Сумарокова Екатерине, это дружеская переписка, но в этой дружеской переписке он позволяет себе шутки, предельно жесткие, предельно едкие, предельно циничные и так далее. Совершенно другой Батюшков. В чем дело? А дело в том, что надо помнить еще один очень важный момент. Русское письмо начала XIX века, вплоть до где-то 30-х, 40-х годов примерно XIX века, это еще игра. Это еще, вот человек пробует себя в разных ролях, в разных функциях, в разных позах, в разных эмоциональных состояниях. А вот если я вот представлю себе, вот я буду вот такой, а если я представлю себе так, я буду вот такой. Вот неустойчивость эмоциональная, вот нет еще единого образа. Нет еще единого образа себя. Идет проба себя. А вот я так, а каким я буду, если я вот так, такую позу займу? А каким я буду, если я таким позу займу? Вот этот поиск себя. Этот поиск себя может длиться, вот, допустим, у Карамзина он длился почти всю жизнь. У Батюшкова он почти всю жизнь длился. Он все время не мог определиться, какой он. И вот эти письма все время это игра вот, разными масками, разными образами, разными позициями и так далее. Допустим, у Пушкина, у Вяземского, которые тоже охотно в 10-е, 20-е годы, они тоже очень охотно играли этими письмами. И у Пушкина вы найдете, особенно у раннего Пушкина, тоже вы найдете вот этот образ расслабленного, бездельника, ленивца, который вот не видит смысла в жизни, усталость, ранняя усталость от жизни, я все испытал, мне все приелось, мне все надоело и так далее. И так далее. Это вот игра, это не настоящий Пушкин, это один из множества образов, которые он задает, что называется, которые он пробует, которые он испытывает, образы, в которых он пробует жить. Вот поживу так, а потом поживу так, а потом поживу так. Только к 30-м, началу где-то 40-х годов эта игра вдруг схлапывается. Эта игра вдруг прекращается. Да, еще один очень важный элемент этой игры – это эротизм. Вообще эпоха эротическая. Начало 19 века – эпоха эротическая. 18 век был, извините, сексуальный век. Он не знал эротики. Он очень слабо представлял себе эмоциональную сторону любовных отношений. Допустим, у того же Сумарокова вот вся его любовная лирика распадается на два ручья. Первый – это стихи, написанные от ее лица. «Ах, он меня любил, но оставил, я найду себе другого». И вторая линия – это стихи, написанные от его лица. «Ах, я ее любил, она меня бросила, найду себе другую». Других вот вариаций нет. Как бы глубоких переживаний нет. Там замена партнера идет механически, что называется. Начало 19 века это усиленный эротизм, это глубокий эротизм. Например, и для Пушкина, и для Вяземского, и для Батюшкова, и для других поэтов той эпохи вот как бы сравнение творческого акта с половым актом, с актом любовным, это совершенно естественная как бы параллель, и они на ней играют. То очень тонко, изящно и трудно поймешь, о чем он пишет. То так напрямую, что уши краснеют, что называется.
И второй элемент вот этого эротизма – это использование бранной лексики. Она очень широко представлена. Вот в стихах Пушкина я знаю только единственный случай в стихотворении «Телега», где, но и то там написано не от «я», а от «мы». А это как бы ролевое такое стихотворение, не совсем от меня. И там есть «пошел». Вот. И больше в лирике Пушкина, в эпиграммах где-то еще что-то попадалось. А, собственно, в лирике Пушкина больше брани нет. Он от нее уходит. А в письмах, особенно к некоторым адресатам, типа Вяземского, там брань сплошная, площадная брань. Нецензурные выражения, обороты и так далее. Они с наслаждением ими обмениваются и так далее. Тоже не надо думать, что это развращенные люди. Тоже не надо думать, что это люди вот так мыслящие и говорящие. Это еще одна маска. Это еще один образ. Более того, это образ, где брань маркирует особо интимные отношения между нами. Мы между нами можем себе этого позволить, потому что мы понимаем, что совершенно верно, что за этим стоит. Нет. Вот письмо первой половины XIX века, она очень четко рассчитана на того, к кому оно обращено. Пушкин к Вяземскому пишет совсем не так, как Жуковскому. Вяземскому и Жуковскому совсем не так, как Батюшкову. И так далее. Там очень точно все. И про Линда пишут они только те, кто может. Совершенно верно. Там очень узкие каналы. И очень разнить. Да, вот по этому каналу можно такое сообщение строить, а вот по этому каналу уже другое сообщение надо строить и так далее. Что происходит далее? Далее происходит опрощение письма. Как бы таким господствующим начинает становиться не стиль игры, стилистическая, образная и так далее, а упрощенная речь. Речь, приближенная, извините, к деревенской избе, к кабаку, к площади, к площадному наречию, народному наречию, простонародному, просторечному, обретен вкус естественности. Вот после этих, вот всех этих фиглярств и так далее, оказывается, естественно это, оно вкуснее, оно интереснее, оно богаче. И начинаются удивительные вещи. Сейчас поищу. То есть у Пушкина можно найти и такие. Да, но к 1937 году письмо становится очень простым. Оно начинает... Вот, у письма же учится проза. Они в письме пробуют то, что потом реализуют в прозе. И вот Карамзинский и, допустим, Жуковский стиль переходит в прозу. И вот эта вот бедная Лиза с ее вот этими вот хитрыми оборотами и масками и так далее, она там. Когда Пушкин приходит к прозе, он уже приходит к этому упрощению. И его проза предельно проста. Я восхищаюсь этим. Сделалась метель. Все, больше ничего не надо говорить. Сделалась метель. И дальше идет уже соответствующему повествованию. Сейчас найдем. Забыл. Маленькое лирическое отступление. Помните, мы говорили, как меняется женщина и отношение к женщине? Нашел где-то. Замечательный совершенно. Жила такая в конце XVIII века и Анна Евдокимовна Лобзина. Она была по второму мужу, а первый муж у нее был известный химик Карамышев. Ну и как химик был человеком достаточно циничным и прагматичным, и имея жену, открыто имел любовницу, играл в карты там и так далее. И однажды между ними состоялся совершенно замечательный разговор. Она стала предъявлять мужу претензии. Он говорит: Господи, заведи себе любовника. Она: как так? Да очень просто, глупая. Я тебя люблю, а любовница мне для натурального удовольствия. Что за этим стоит? За этим стоит представление о том, что женщина не обладает вообще эмоциональной
сферой, она не чувствительна. Какая тебе разница? Есть у меня любовница, нет у меня любовницы. Да и мне-то никакой разницы нет. Будет у тебя любовник, не будет у тебя любовник. Для натурального удовольствия. Вот человек 18 века. 19 век это уже не так. Как? Любовь? Все, или стреляться, или стрелять, или дуэль, или что-то там еще, или отравить, как у Лермонтова в «Маскараде». Там все, там буря эмоций будет. А здесь никаких эмоций. Здесь все спокойно, все, что называется, нормально. Итак, опрощение. Упрощение. Упрощение, но не выветривание содержания, наоборот, углубление содержания. Вот письмо Соболевскому, 27-й год, уже 27-й год. Вечер, не вечер, вечер. Но посмотрите, как поэтично, и просторечно, и поэтично. Вечер. Узнал я о твоем горе и получил твои два письма. Что тебе скажу? Про старые дрожжи не говори трожды. Не радуйся, нашед, не плачь, потеряв. Ага, цепочка целая поговорок. Посылаю тебе мою наличность. Остальные 2500 рублей получишь вслед. Цыганы мои не продаются вовсе. Деньги же эти трудовые, в поте лица моего, выпонтированные у нашего друга Полторацкого. Приезжай в Петербург, если можешь. Мне бы хотелось с тобой свидеться, да переговорить о будущем. Перенести мужественно перемену судьбы твоей, то есть по одежке тяни ножки. Все перемелется, будет мука. Ты видишь, что кроме пословиц ничего путного тебе сказать не сумею. Прощай, мой друг. Шутка, но какая гениальная шутка. Потому что в пословице сказано все. Что еще добавить? Больше нечего добавлять. Или, допустим, Плетневу. Это уже 31 год. Что за мысль пришла Гнедичу посылать свои стихи в «Северную пчелу»? Радуюсь, что Греч отказался. Как можно черпать онфологические надгробия в нужнике? И что есть общего между поэтом Дельвигом и говночистым полицейским Фаддеем? Вот просторечие, доходящее до грубости, но посмотрите, как это эмоционально, посмотрите, как это точно, как это работает, что называется. Вот они почувствовали преимущество такого прямого выражения своих мыслей и своих чувств. Плетнев уже: душа моя, вот тебе план жизни моей. Я женюсь в 7 месяце. Полгода проживу в Москве, летом приеду к вам. Я не люблю московской жизни. Здесь живи не как хочешь, как тетки хотят. Теща моя, та же тетка. Даже жизнь начинает строиться. Вот, по крайней мере, если не строится, то описываться вот этим языком. Потом это все, я говорю, из письма в тексты. Примерно в это же время в Онегине читаем: «Иные нужны мне картины. Люблю не песчаный косогор, перед избушкой 2 рябины, калитку, сломанный забор, на небе серенькие тучи, перед гумном соломы кучи, да пруд под сенью ив густых, раздолье уток молодых. Теперь мила мне балалайка, да пьяный топот трепака перед порогом кабака. Мой идеал теперь хозяйка, мое желание покой, да щей горшок, да сам большой». Вот она. В письмах к Наталье Николаевне, там уже просто пересол идет этого всего. «Не сердись, жонка, дай слово сказать. Какова ты умненькая, какова ты миленькая, какое длинное письмо, как оно дельно, благодарствую, жонка. Продолжай, как начала, и я век за тебя буду Богу молиться. Грех тебе меня подозревать в неверности к тебе и в разборчивости к женам друзей моих. Я только завидую тем из них,
у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не Мадонны, etc., знаешь русскую песню. Не дай Бог хорошей жены, хорошую жену часто в пир зовут. Что, жонка, скучно тебе, мне тоска без тебя. Как бы не стыдно было, воротился бы прямо к тебе, ни строчки не написав. Да нельзя, мой ангел, взялся за гуш, не говори, что не дюж. То есть уехал писать, так пиши же роман за романом, поэму за поэмой. А уж чувствую, что дурь на меня находит. Я и в коляске сочиняю, что же будет в постели. Одно меня сокрушает, человек мой, вообрази себе тон московского канцеляриста, глуп, говорлив, через день пьян, ест мои холодные дорожные рябчики, пьет мою Мадеру, портит мои книги и по станциям называет меня то графом, то генералом. Бесит меня, да и только. Свет мой, Ипполит, кстати, о хамовом племени, как ты ладишь своим домом. Боюсь, людей у тебя мало, не найдешь ли ты кого? На женщин надеюсь, но с мужчинами как тебе ладить? Все это меня беспокоит. Я мнителен, как отец мой. Не говорю уже о детях. Дай Бог им здоровья, и тебе, жонка, прощай, жонка, не жди от меня уж писем до самой деревни. Целую тебя и вас благословляю. Вот. Это не подумаешь, что Пушкин. Это настолько, это даже и не стилизация. Это настолько глубокое проникновение в стиль, и это настолько глубокая способность, уникальная способность мыслить этим стилем, воспроизводить его, это уже, как бы образ себя. Это уже образ себя. Что будет дальше? Дальше будет перелом, но не катастрофический. Дальше в литературу войдет совершенно другое племя. Племени дворян, которым вообще не надо было особенно работать, чтобы писать. Хоть Пушкин оставил по себе огромные долги, но 9/10 этих долгов были карточные. Не играя Пушкин в карты, он был бы более-менее состоятельным человеком, и семья его жила бы более-менее состоятельно. Он проигрывал со страшной силой, что называется. И когда надо оценить поступок Николая, который заплатил все долги Пушкина, из которых 9/10, повторяю, были долгами карточными. Будь помелочнее Николай, он бы сказал: не, вот 100 рублей отдам, а 1000 проиграл, так пусть другие за тебя платят. И так нет, он заплатил этот пушкинский карточный долг. Что будет дальше? Дальше придет совершенно другое поколение, совершенно другой социальный тип. Придут Базаровы, жесткие, прагматичные, в определенной степени циничные, потому что им нужно пробиться в этой жизни, потому что им не на кого опереться, им не на кого надеяться. Они должны соединиться не в духовном единстве, а в интеллектуальное сообщество. Начинается волна писем единомышленника к единомышленнику. Писем, переписки людей одной идеологии, одного образа мышления, общего представления о том, что такое из себя представляет Россия настоящая и какой должна быть Россия будущего, что из себя представляет литература настоящего и какой она должна быть. И вот на этом сущем и должном начинает строиться письмо. Они откровенны в письмах точно так же, как откровенны люди начала XIX века. Они рассказывают о себе друг другу бытовые мелочи, вплоть до того, извините, вот 3 дня в туалет сходить не могу, вот у меня проблемы там с пищеварением там и так далее. Не знаю, вот как от этого времени, что называется, разрешиться. Но это побочный пласт. Основной пласт, это, еще раз повторяю, это изложение своих взглядов и вопрос: так ли я думаю, а что ты думаешь,
по этому поводу. И вот они начинают обмениваться мнениями, они начинают судить друг друга, они начинают критиковать друг друга, анализировать позиции друг друга и так далее, и так далее. И приходит вот эта огромная, большая эпоха интеллектуального письма. Письма, в котором духовное содержание отодвигается несколько на второй план, оно начинает подчиняться интеллектуальному. Что происходит, и вот в этих пределах оно движется. Там уже нет масок, там уже нет игры, там уже нет вот этих переходов от одного к другому и так далее. Там вот это вот упертое стремление додуматься до истины, добраться до истины, сформулировать свои мысли, сформулировать свои позиции и так далее, и так далее. На рубеже 19-20 веков, это тоже, в общем-то, отдельная тема. Там с письмом происходит примерно то же самое, что происходит в начале 19 века. Снова на смену, вот, даже не на смену, а на эту интеллектуальность начинает наслаиваться масочность. Потому что начало 20 века, оно же тоже очень игровое. Более того, там добавляется эпатажа. Если те в начале 19 века, извините, не торговали эпатажем, эти начинают торговать. Эти поняли, что эпатаж – это товар. И тогда начинается вот построение образов, которые, условно говоря, предназначены на продажу. Предназначены на то, что я тебе вот так напишу, а ты обязательно расскажешь другим. И другие узнают и подумают обо мне, что я вот такой, а я-то на самом деле как бы другой. Но я вот так вот сейчас двину, чтобы обо мне заговорили. Людям становится нужен резонанс. Письмо интимное, письмо от меня к тебе, но я надеюсь, что о нем узнают другие и заговорят другие. Мне нужен резонанс, мне нужна известность, мне нужна популярность. Письмо становится предметом интеллектуального, духовного и даже материального торга. Надо себя подороже продать. Надо хайпа. Совершенно верно. Надо погромче о себе заявить. Вот письмо начала 20 века – это что-то наподобие вот того, что мы сегодня имеем в социальных сетях. Очень похожее на это. Потом, я уже сказал, приходит эпоха вот этого советского письма, тема совершенно отдельная. Там огромную роль играет цензура, там огромную роль играет представление о том, что кроме вот тебя, читателя, с которым я хочу общаться, есть или, возможно, появится читатель, с которым я общаться вовсе не хочу. И последствия общения с которым будут для меня совершенно другими. И там совершенно другая вещь. Мало того, там же работает самоцензура. И письма советских писателей, там вот часто между строк вообще ничего нет. Там человек просто вот... Они ведут себя очень часто в этих письмах, как вел себя, по-моему, Афиногенов. Был такой знаменитый советский драматург, но он был драматург, что называется, до мозга костей. Он жил, естественно, в Переделкино, и загорелась соседняя дача. Все бросились, кто с ведрами, с топорами, с баграми, ну как положено, значит, тушить. Что сделал Афиногенов? Он взял с собой кресло, сел посреди этого бедлама и стал наблюдать. И стал наблюдать. Это как для него это был спектакль. Он сел в кресло и все это наблюдал. Вот примерно так советские писатели себя и ведут. Кругом бедлам, а он сидит и смотрит на это как на что-то, что к нему, в общем-то, опосредованное отношение имеет. Над схваткой, да. И вот приходит 21 век. Приходят социальные сети, приходят все эти твиттеры, чего там еще, ВКонтакте, Фейсбуке и так далее. И вот тут совершается второй исторический переворот. Вот мы с вами говорили, первый исторический переворот в начале 19 века происходит, когда письмо становится интимным, когда письмо становится как бы концентрацией духовного опыта человека, духовных поисков человека, когда письмо становится частью внутренней работы человека над собой и с собой, познание вот этой открывшегося духовного пространства и так далее. Второй переворот происходит на рубеже 20 и 21 годов. До сих пор все это двигалось в одной парадигме, примерно в одном ключе. Письмо интимно,
Письмо адресовано от меня к тебе, и больше никому, что называется, не адресовано, ну, за исключением вот того, о чем мы говорили применительно к началу 20 века, но это такой краткий период, что называется, предшествующий тому, о чем мы сейчас будем говорить. Ну, вот. Что происходит с внедрением в нашу повседневную жизнь социальных сетей? Письмо как письмо умирает мгновенно. Вот писали люди и перестали писать. Начали барабанить на компьютере или на телефоне. Бумажное письмо умерло. Открытка бумажная умерла практически. Это первое. Второе. Исчезла боязнь цензуры. В значительной степени исчезла боязнь цензуры. Письмо, вернее, текст, уходящий корнями в письмо, потому что твит же, ну, трудно назвать письмом, но это какая-то разновидность, историческая разновидность письма. Пост в социальных сетях или там в Фейсбуке тоже трудно назвать письмом, но это нечто оттуда, что называется, возникшее. А? Ну, в принципе, да, способ выражения только технический. Техника поменялась, и способ выражения остался. Так вот, оно последовательно начинает терять интимность. Оно уже письмо не от меня к тебе, а от меня ко всем. Чем больше людей узнают содержание моего письма, тем больше людей узнают через это о моем существовании, о том, что я есть, тем лучше. Вот актуализируется то, что зарождалось в начале 20 века. Грубо говоря, продажа себя, демонстрация себя, опубличивание себя, заявление о себе как о чем-то, что может представлять интерес для большой группы людей. Вернее так, для максимально большой группы людей. В пределе. Ну, не совсем подростковое поведение. Я бы не назвал это совсем подростковым поведением, потому что это ведь стало потом частью бизнеса. И является сегодня частью бизнеса. И когда я говорю продавать себя, я имею в виду не только переносное, а еще и прямое значение слова. Потому что на своей популярности, на своей аудитории люди начинают зарабатывать. Там рекламными, я не знаю механизмов, я еще ни рубля. Как Маяковский сказал, мне и рубля не накопили строчки. Я еще ни рубля не заработал в соцсетях, ну, собственно говоря, я не стремился, но говорят, что есть какие-то механизмы, когда можно монетизировать, так скажем, свою большую аудиторию и так далее. Но это только, я еще раз повторяю, я снимаю оценочные. Я не оцениваю, я фиксирую факты. Дальше, но это далеко не все, что происходит вот с нынешним письмом, которое приобрело, собственно говоря, электронный вид и стало публичным в массе своей, что называется, письмом. В XIX веке и даже отчасти в XX веке автор письма не стремился не только к публичности, он не стремился к лидерству. Сегодня та же самая аудитория читателей, которая была всегда, все же читали письма, только от разных. Вы получали от меня, вы от того, вы от 5-го и 10-го и так далее. Та же самая аудитория, но она радикально переструктурировалась. Она сейчас имеет тенденцию к тому, чтобы идти за ведущим. Вот в этой страте, в которой все читают Татьяну Толстую, допустим, Татьяна Толстая есть ведущая, которая формирует свою аудиторию, которая организует свою аудиторию, которая стремится к расширению этой аудитории, но удерживает ее в определенных рамках. Совершенно верно. И так, собственно говоря, структурированы все социальные сети. Тайно или явно, открыто или скрыто, в большей мере или в меньшей мере всегда есть тот или те, кого читают больше, и тот или те, кого читают меньше. И аудитории стягиваются
к тем, кого читают больше. А те аудитории начинают группироваться вокруг тех, кого читают больше. Вот привычная нам, что называется, иерархия или социальная структура, как иерархическая, начинает строиться как горизонтальное явление. Она начинает распределяться не вверх и вниз, не по степени значимости, а по степени интересности, привлекательности, убедительности того или иного ведущего, который задает тренды для этой части аудитории. В социальных сетях структура общества абсолютно противоположна государственной структуре, той, которая нам, собственно, предлагается как социальная структура. Здесь отношения не социальные, здесь степень интересности, степень увлекательности, степень авторитетности, степень интеллектуального и отчасти и духовного резонанса здесь начинает работать. Это я выбираю эту аудиторию. Это я согласен идти за этим. А вот за этим я не согласен. Я его читать не буду, я вообще забаню его там и так далее, и так далее. Еще одно следствие того, что происходит, следствие того, почему так переструктурируется, перестраивается структура читательской аудитории в социальных сетях. Не особо вдаваясь в подробности, я не особо мудрствую и лукаво, потому что это тоже тема отдельного разговора. Может быть, когда-нибудь я осмелюсь с вами его затеять, если до конца сам освою то, что я хочу вам сказать. Пока не освою, зачем мне, что называется, и себя путать, и вас путать. Вы обратили внимание на то, что в последние лет 10-15 культура очень активно начинает отворачиваться от современности. Культура начинает очень активно отворачиваться от настоящего. Не настоящего в смысле подлинного, а от того, что происходит в сей день, да, от современности. Посмотрите, в литературе популярность набрали и удерживают всякие романы о попаданцах. Да? В кино то же самое. Очень, очень популярный, что называется, жанр. Это раз. Фэнтези. Всплеск фэнтези и интереса к фэнтези. Нет, фэнтези появились давно, но интерес к ним возник только в последние десятилетия. Более того, эта тенденция отсутствия или атрофии интереса к современности, она начинает проникать и в другие области. Посмотрите, чем сейчас занимается история. Она вся пересматривает то, что было. Она не пишется, как история сегодняшнего дня. Кто там победил при Бородино? Кутузов? Да нет, сейчас я вам докажу, что вовсе не Кутузов и не русская армия там. И начинаются многотомные исследования, тоже Панасенко. Начинаются многотомные исследования и многостраничные. Культура начинает перерабатывать собственное прошлое, отказываясь от освоения и переработки настоящего. Какая связь с социальными сетями, скажете вы? А самая прямая. Современность суживается до фрагмента, до эпизода, до здесь и сейчас. Текст суживается до фразы. Да сколько там в Твиттере знаков надо? Не больше там 140, по-моему, с чем-то, 145, по-моему, знаков. Пост чем короче, тем доходчивее, убедительнее и читабельнее, что называется. Время сжимается, время укорачивается, время рубится, современность рубится на кусочки, мельчится, и потому теряет смыслы. Оно в долгую уже не играет. Мы уже не понимаем, совершенно верно, мы уже не понимаем, как оно связано с прошлым. Мы видим только рифмы прошлого в этом настоящем, а рифмы будущего мы в нем уже не видим. Социальные сети поддержали, подкормили, я не говорю создали, социальные сети поддержали, подкормили и подпитали то, что в современной философии называется постисторией. Когда будущего нет. Когда мир
замер на той самой стадии, на которой остается только переосваивать, до бесконечности перемалывать, до бесконечности переосмысливать то, что уже было. Мир остановился в своем развитии. Он не в состоянии ничего прибавить. Что бы там ни прибавлялось, мы говорим: о, это было, о, и это было тогда-то, о, а это было вот у того-то. Мы видим только рифмы прошлого. Мы начинаем терять ощущение текучести времени. Оно, если и течет, то только вспять. Оно в будущее не течет. Оно будущего не открывает. Оно перспективу не задает. Поэтому люди начинают говорить: не, в долгую работать, в долгую жить, в долгую думать, да нет никакого смысла. Потому что оно просто закрыто, оно просто отсутствует вот там, за этим забором. И мы-то оказываемся не по эту сторону, а по ту сторону забора. И только заглядываем в то, что было с нами, в то, что было с предшествующими поколениями, то, что было с 100, 1000, 2000, 5000 лет назад. И способны только пережевывать жеванное, переедать уже съеденное, как говорил по другому поводу Фихтвангер, выворачивание вывернутого. Вот то, что уже вывернуто, мы снова начинаем выворачивать. Мы его не надеваем, мы его не обуваем, мы его не надеваем на себя, а мы снова занимаемся выворачиванием. А что там еще? Как этот самый... один из литературных героев заглядывал: что там еще, что называется. Что будет дальше, как оно будет дальше, как вот этот кризис разразится, я не знаю, но на сегодняшний день вот у меня такое впечатление, что потихоньку весь мир начинает охватывать вот это ощущение остановившейся истории, ощущение истории завершившейся, истории, которая не имеет продолжения, истории, которая не имеет своего будущего. То, что происходит на Украине, то, что происходит вот на сегодняшний день вот в международных отношениях в массе своей, это повторение, это рифмы 37-го года, 39-го года, 40-го года, каких угодно. Мы можем параллели полностью найти. Но чтобы это открывало что-то новое, чтобы это открывало какую-то перспективу, нет. Все только закрывается. Все только схлопывается, все только осторожно двери закрываются. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо. Ну, я не знаю, печальная ли она, понимаете, я верю в формулу «конец истории» как термин, как инструмент описания, но как функциональное явление я не верю. Понимаете, мне очень нравится выражение Николая Михайловича Карамзина. Мы все как мухи на вазу. Думаем, что управляем этим возом, а воз идет сам и везет нас куда? Мы не знаем. Вот оно идет и идет. Куда идет, как идет, ну, мы узнаем потом, мы узнаем позже.